Расскажу вам одну историю. Во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, среди сподвижников был один человек, который разговаривал, как и все, шутил, смеялся, но иногда он вдруг начинал плакать. И продолжал плакать до обморока. Сподвижники рассказали о нем пророку, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он прочитал над ним молитвы исцеления. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, позвал этого человека и, желая помочь ему, отозвал его в сторону и сказал: «Что с тобой происходит, брат мой?» Тот ответил: «О посланник Аллаха, я не собирался никому рассказывать об этом, но поскольку ты спросил меня, я буду вынужден рассказать. До принятия ислама у меня была дочка. После ее рождения я хотел похоронить ее заживо, поскольку мысли о культурных обрядах не давали мне покоя. Мне казалось, что она вырастет и станет позором для моей семьи. Но я смог перебороть себя. Что-то в сердце не давало мне это сделать. Шли годы, она росла на моих глазах. Однажды, когда она почти достигла зрелого возраста и уже становилась девушкой, мне стали сниться кошмары. Я был в отчаянии и сильно переживал. Мои культурные убеждения не покидали меня и пробуждали во мне чувство страха от позора, который мне предстояло испытать, когда она вступит в союз с каким-нибудь юношей. Осрамит весь мой род. С каждым днем мне все больше хотелось что-то предпринять, но теплота любви в моем сердце сдерживала меня, пока в один день я уже не мог взять себя в руки, у посланника Аллаха. Я сказал ее матери: наряди ее в чистую одежду, расчеши ее волосы, накрась ей лицо и скажи: сегодня папа собирается взять тебя с собой на праздник, и ты будешь играть со своими подружками. Мама понимала, что ее муж что-то задумал. Она нарядила свою дочку, заплела ее волосы, пытаясь сдержать слезы. Она припудрила ей лицо, накрасила ее аккуратно, не переставая плакать. Тогда дочь спросила: «Что стряслось, мама?» А мама отвечала ей: «Ничего страшного, дочка». Ей было запрещено рассказывать, иначе муж мог побить ее или даже убить. «Мы с папой идем на праздник. Как же я люблю своего папу». К вечеру, когда она уже была нарядная, отец пришел домой за дочкой. Жена схватила мужа за руку и прошептала ему, но его дочь все слышала. Она произнесла несколько слов, от которых у него дрогнуло в сердце. «Ля tudayyi аманата, я раджуль». «О человек, береги вверенное тебе. Твоя дочь была доверена тебе». Он забрал свою дочь и по дороге стал думать про себя, что же мне теперь делать. А его дочка прыгает радостно вокруг своего любимого папы, ничего не подозревая. Он рассказывает: «Я подошел к глубокому колодцу, очень крутому колодцу с острыми камнями на дне. И тут снова боль и муки моих традиций и обычаев взяли верх и спалили меня. Я замешкал, бросать мне ее или же не бросать. Стоило мне подойти к краю, как мое сердце больно сжималось, сдерживая меня. Но тут неожиданно снова вмешивались традиции и устои. Я никак не мог определиться, как вдруг я схватил свою дочь и бросил ее в колодец. Моя дочь с ужасом в глазах посмотрела на меня и закричала: «Папочка, ля tudayyi аманата, я раджуль! Береги вверенное тебе! Не бросай вверенное тебе, папочка!» Но отец бросил ее в колодец. Он продолжал: «О посланник Аллаха!» Падая, она не прекращала повторять: «Не бросай вверенное тебе! Ля tudayyi аманата, я раджуль!» пока ее тонкий голосочек не стих. Больше я ничего не слышал. Она умерла, у посланника Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднял голову. Его борода была промокшей от слез. Борода пророка, саллаллаху алейхи вассалям, была мокрой от слез, и он сказал ему: «Если бы Аллах, субханаху ва тааля, позволил мне казнить кого-либо за убийство, совершенное до ислама, я бы начал с тебя. Я бы начал с тебя». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проявлял высочайшее милосердие. Даже по отношению к женщинам он часто говорил: «Махлян би каварир, берегите свои драгоценные жемчужины, своих дочерей, своих жен, истаусу бин ниса и хайра». Проявляйте мягкость по отношению к своим женам и будьте терпеливы с ними.